я как-то это уже прокомментировал у себя на канале YouTube, да, а сейчас я вот предоставлю ребятам. Ашер, давай, начнем с Да, ну, если можно, я начну с того, чем этот человек закончил свое выступление. Он пожелал мира народу Израиля. Человек, который целиком и полностью он поддерживает Хамас, он поддерживает Хизбаллу, он поддерживает все террористические организации не просто на словах и давая им какие-то площадки, они не только, ведь туда же идет финансовая помощь, туда идет гуманитарная помощь, и их боевики обучаются специалистами российских спецслужб, и поставляемое оружие России оно все как-то странно, да, летит в граждан Израиля. То есть цинизма вот этому выступления просто он настолько зашкаливает, что это невозможно. Это если брать по отношению к современным евреям. То есть этот геноцид, он продолжается российскими руками, российскими финансами, российскими средствами массовой информации. Ведь они же вовсю поддерживают тех людей, которые себя называют палестинцами. Это народ, я не хочу как бы обидеть тех, кто себя таковыми считает. Они уже как бы родились с сознанием. Они того, приносят в жертву этот народ ради того, чтобы уничтожить Израиль. Это делается уже десятилетиями. Насколько мы знаем, это народ, который возник точно так же, как сейчас у нас на Востоке возникает вот этот народ Новороссии. Это ДНР, НЛО. Но они выбрали этих людей инструментом своей политики. Еще Сталин это выбрал, и продолжают русские до сих пор. То, что его основной месседж о том, что нельзя это все забывать, безусловно, нельзя. Но они на это сделали целый такой... У них постоянно вот это победобесие происходит ежегодно. А в этом году особенно будет победобесие. Потому что 75 лет, День Победы, 9 мая, все дела. Да. И это если, на фронте. Это если говорить о том, что непосредственно отношения современного российского государства и современного еврейского государства. Если взять отношения на Ближнем Востоке, Россия имеет прямое отношение к тому, что происходит в Сирии. Та жестокость, которая там убивает людей, такие средства, которые там применяются. Все это от Израиля на расстоянии выстрела находится. Безусловно. Дальше мы видим то, что происходило в Грузии, другие народы, которые страдают от этой же страны, и этот человек сейчас в присутствии такого количества, на такой представительном таком форуме, на таком представительном заходе, он вещает о том, про мир, что, про борьбу с шовинизмом, с войной. И так далее.